Маказе, короче, есть студия, они ходят в песню по оригиналу. Ну, то есть мы не русскую, да, это не очень много.
коллеги, две небольшие темы на сегодня на брифинге. Традиционно я готова ответить на ваши вопросы. Ключевой темой сегодняшнего дня, двух последних дней, является проведение дней Татарстана в Башкортостане. Вы знаете, что там большая делегация наша, порядка 500 человек работает в эти дни. Возглавляет ее Рустам Ибраевич Минниханов. Помимо официальных лиц в виде министров, руководителей ведомств, туда входят также руководители крупных компаний, главные врачи крупных медицинских учреждений, представители муниципалитетов, руководители вузов, образовательных центров, гимназий, молодежных организаций, учреждений культуры и так далее. То есть это очень такая представительная делегация, которая каждый по своему профилю работает с башкирскими коллегами на полях проведения Дней Татарстана. Сегодня вы знаете уже, что было подписано очередное соглашение о сотрудничестве между двумя регионами. Последнее такое соглашение было подписано в 2010 году. Сегодня его обновили в новой редакции с учетом тех задач, которые стоят перед двумя субъектами. Хотелось бы коротко обозначить, что на протяжении последних 5 лет наблюдается очень серьезная, хорошая тенденция увеличения нашего межрегионального оборота. Если брать последние годы, то средняя цифра это варьируется в 34 миллиарда рублей. И вот сегодня была поставлена задача удвоить до 60 миллиардов этот показатель. Я думаю, с учетом тех направлений, которые прописаны и в соглашении о сотрудничестве, это сделать удастся. Если вот совершенно коротко погрузиться немного в экономику, то по номенклатуре ввоза и вывоза, вывоз из республики это преимущественно автомобильные шины, медицинское оборудование, инструменты корма. То, что ввозится нам в Татарстан интересно со стороны Башкортостана, это кровельные материалы, медицинские инструменты, растительные масла. Если говорить о соглашении, о том, о чем сегодня общались в рамках двусторонней встречи и в расширенном составе нашей делегации, по перспективным направлениям для сотрудничества для нас видится на сегодняшний день это развитие сотрудничества в области машиностроения, приборостроения, судостроения, это увеличение выпуска городских автобусов НИФАС на базе самоходных шасси КАМАЗ и их реализация в регионах, через Башкортостан в том числе, развитие деятельности сети региональных дилерских центров ПАО КАМАЗ на территории Башкортостана, увеличение поставок автомобильной техники производства КАМАЗ и ЕЛАЗ для сельскохозяйственной, строительной, жилищно-коммунальной, дорожной и других отраслей Республики Башкортостан. Это развитие сотрудничества между нефтегазохимическими комплексами наших регионов, рассмотрение возможности расширения поставок в Республику Башкортостан химической и нефтехимической продукции, в том числе минеральных удобрений, автошин, товаров бытовой химии. Также рассматриваются поставки в Башкортостан лекарственных средств, шовно-хирургических материалов, развитие сотрудничества в области поставок электро- и теплоэнергетического оборудования. Есть потенциал увеличения объемов поставок товаров народного потребления, холодильники, морозильники, синтетические моющие средства и так далее. Развитие сотрудничества между предприятиями нашего малого и среднего бизнеса Республики Татарстан и Республики Башкортостан и сотрудничество в гуманитарной сфере. Накануне, вы знаете, прошла встреча Рустама Ибраевича с активом татарской общественности в Башкортостане на сегодняшний день. По итогам переписи 2010 года проживает 1 миллион 9 тысяч татар. И вчера же вечером состоялся товарищеский матч ветеранов хоккея Салават Юлаев и Урицкого. Сегодня помимо культурной программы, которая началась, как вы все видели, с открытия памятника Тукаю, за что мы, конечно, благодарны нашим башкирским коллегам за то, что в короткие сроки организовали эту большую работу, установили памятник, он установлен в Уфимского государственного татарского театра, изготовлен известным скульптором там в Башкортостане Владимиром Дворником. И мы надеемся, что появление этого памятника станет дополнительным связующим звеном единения татарского и башкирского народа. Символично, что руководители этого субъекта также помимо этого посетили и изложили цветы к памятнику Салавату Юлаеву. Как я уже говорила, в составе татарстанской делегации представители вузов состоялось подписание соглашений ряда учебных заведений с коллегами уфимскими. Ключевым деловым мероприятием, которое в этом году продолжается, стал деловой форум Татарстана и Башкортостана. В рамках пленарной части состоялась презентация промышленного потенциала двух республик. Как я уже говорила, у нас очень широко представлена наша делегация, там выставка, на которой показан весь потенциал, промышленный и туристический в том числе, и представители руководителей крупных предприятий. То есть сам форум объем пленарной части включает большое количество секций, круглых столов, на которых уже детально в формате тет-а-тет общаются руководители крупных промышленных предприятий с своими коллегами в Башкортостане на предмет того, чтобы найти новые пути для развития и укрепления нашего сотрудничества. Из тех отраслевых соглашений, которые подписаны, это соглашение между торгово-промышленными палатами двух субъектов, это общественные палаты Татарстана и Башкортостана, это информационное агентство Татаринформ и Башинформ, также подписание соглашения между Акштанышским районом и Лишевским районом Башкортостана,
соглашение намерений на поставку оборудования между украинским предприятием сплавных сетей и РСМ города Туймазы. Также Рустам Нургалиевич планирует посетить восточную экспозицию Международного экологического форума и весеннего форума ЖКХ и строительства, который в эти дни проходит в Башкортостане. Там представлены наработки различных субъектов Российской Федерации в вопросах введения в строительную сферу современных технологий, экологической ответственности предприятий. Посмотрит эту выставку, а в завершении визита направится в соборную мечеть в Уфы, где у него запланирована встреча и беседа с председателем Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Тажудзином. Такая очень насыщенная программа за эти 2 дня. Башкортстанда Татарстан Республика Сыкнара Даумителя, признана Республика делегация Синрастам Миханович, так и Расми Золотардан делегация ірі компании жетекшілері, медицина ешмаларының баштамилары, муниципалитет вәкілері, юғары оқу йортлары, мәгариф өзектері, яшьлер ешмалары, мәдениет учреждениялары жетекшілері һәм башқа. Сөз уңайынан таба карата әйләнеше күләме 34 миллион сум тәшкил итә, соңгы 5 елда үсеш тенденциясе күзәтелә. Башкортстан безнең өчен күршебез генә түгел, стратегик партнер да. Хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре ул машина төзелеше приборлары төзү һәм суднолар төзү өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү. Ул КАМАЗ үз ирешле шасси базасында Нефас шәһәр автобусын чыгару, арттыру һәм аларны кулланышка чыгару. Башкортстан территориясында КАМАЗ региональ дилер үзәкләре эшлекләрен үстерү. Башкортстан Республикасының авыл хуҗалыгы төзелеш, торак-коммуналь юл төзелеш һәм башка тармаклар өчен КАМАЗ ЕЛАЗ җитештерелгән автомобиль техникасы белән тәэмин итү арттыру. Татарстан һәм Башкортстан нефтегаз химиясе комплекслары арасында хезмәттәшлекне үстерү. Башкортстан Республикасына химия һәм нефть химиясе продукциясын шул исәптән минераль ашламалар, шиналар, көнкүреш химиясе товарлары китерүне киңәйтү мөмкинлекләрен арттыру. Башкортстанда дарулар һәм хирургия материаллары, рентген медицина һәм махсус пленкалар китерүне карау, электр һәм җылылык энергетикасы җиһазлары белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү. Ул халык кулланышы товарлары, Татарстан Республикасы һәм Башкортстан Республикасы кече һәм урта бизнес предприятиеләре арасында хезмәттәшлекне үстерү. Мәгариф һәм мәдәният, яшьләр эшләре, спорт, туризм өлкәсендә дә хезмәттәшлек. Кичә Башкортстан Республикасының татар иҗтимагый оешмалары актив белән очрашу узды. Бу ел 2010 елы халык саны алу нәтиҗәләре буенча Башкортстанда 1 миллионнан артык татар яши. Иртән татар шагыйрь Габдулла Тукай һәйкәле ачу тантанасы узды. Аны Уфаның татар дәүләт театры янында урнаштырдылар. Сәфәрне төгәлләп Рөстәм Миңнеханов Уфаның җыелма мәчетендә Россия мөселманнарын үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин белән очрашачак. Коллеги, на следующей неделе, как вы знаете, 24-25 апреля состоится 11-й международный экономический саммит России «Исламский мир», Казан саммит 2019. В связи с этим президент республики также насыщенная программа, сопряженная с графиком саммита. Ожидается большое количество встреч с участниками. На предстоящий саммит заявлено 3000 человек, представляющих 57 стран и 29 регионов России. Будет весьма представительный состав. Рустам Нургалиевич, будучи руководителем группы стратегического видения России «Исламский мир», уделяет самое серьезное внимание работе со странами исламского мира, поэтому в рамках этого саммита предусмотрено большое количество его личных встреч с участниками Казан саммита. В частности, у нас заявлена встреча с чрезвычайными полномочными послами, их ожидается 25 человек, с руководителями Организации исламского сотрудничества «Исламской восьмерки», с президентом Союза палаты бирж Турции, президентом торгово-промышленной палаты группы стран Исламской восьмерки, вице-президентом Исламской торгово-промышленной сельскохозяйственной палаты. Запланирована также встреча с молодыми дипломатами, которые также будут работать в рамках Казан саммита здесь, на нашей площадке, с директорами международных кинофестивалей и почетными гостями Международного фестиваля мусульманского кино. С ключевым мероприятием, в котором примет участие президент республики, станет пленарное заседание Международного экономического саммита России «Исламский мир» саммит 2019. Также ожидается встреча с участниками 5-го Казанского форума молодых предпринимателей стран Организации исламского сотрудничества. Прорабатывается вопрос, включен в график также встреча с руководителем главного инвестиционного управления Саудовской Аравии. Ожидается встреча с министром развития предпринимательства Малайзии, президентом Верховного совета по исламским делам Бахрейна и послом Бахрейна в России, а также представители нашего внешнеполитического ведомства, представители Министерства иностранных дел также будут участвовать в Казан-саммите. В рамках саммита уже традиционно будет организована масштабная международная выставка индустрии халяльной индустрии. В этом году саммит будет проходить на площадке Казан-Экспо, вы знаете, это позволяет нам одновременно на одной
площадке организовать небольшую выставку и пленарное заседание и работу секций при запланированном порядка 50. 24-25 aprelda Rossiya Islom dunyosi Qozog'iston 2019-11 xalqaro iqtisodiy sammiti Qozog'iston qatnashuvga 57 ilk ham Rossiyaning 29 regiondan 3000dan ortiq kishi Galiza Virganriston Murgalevich Rossiya Islom dunyosi strategik qarash turkumi yetakchisi bo'larak islom dunyosi illari bilan ishlavga zo'r e'tibor berish va sammit hisoblangan Qozog'iston qatnashuvchilari bilan ko'p shaxsiy uchrashuvlar qurilgan. Ayrim olganda 25ga yaqin gadatdan tashqari ham to'liq vakolatli bilan uchrashuv o'tkazilgan. Sammit hisoblangan odatdagi halal industriyaning masshtabli xalqaro ko'rgazmasi uyushtirilacak. Bu yil sammit Kazan Expo'ning yangi maydonchasida o'tacak. Unda bir vaqtda zo'r ko'rgazma bilan o'ldirish ham 50ga yaqin seksiyalar ishi uyushtirilacak. Коллеги, по моей повестке у меня все, я готова на ваш вопрос. Бизнес онлайн. Вы сказали, что большая делегация в Башкортостане и Татарстане по многим направлениям прорабатывает сотрудничество. В связи с этим хотел вам задать вопрос. Представители местной татарской общины ставили ряд вопросов, в том числе возрождение национальных татарских школ, переформатирование башкирских, открытие филиалов Всемирного конгресса татар, ну и, скажем так, более честное проведение переписи. Не обсуждались ли и эти вопросы? Все те вопросы, которые, кстати, ваш господин там находился, я думаю, знает, какие вопросы там обсуждались. Но, тем не менее, все эти вопросы, которые обсуждали вчера на встрече, они сейчас будут в работе наших органов власти, которые отвечают по тем или иным направлениям, в частности, Конгресс Татар, представители Бешура, который вел эту встречу, и все эти вопросы, которые ставились, они будут взять в работу. То есть эти вопросы обсуждались? Я не готова сказать, что именно эти вопросы обсуждались. Я думаю, вам лучше спросить у вашего коллеги. Насколько я знаю, присутствовал на этой встрече и делал с встречи репортаж. Встреча состоялась только в рамках того публичного мероприятия, которое мы все видели. То есть каких-то еще дополнительных встреч не было. Возможно, какие-то консультации до проведения встречи проводили Всемирный конгресс. Но это вопрос лучше задать Всемирному конгрессу. Может быть, они собрали какой-то пул вопросов еще дополнительно помимо этой встречи. Казанский репортер Антон Райхштадт. Сегодня открылся памятник Тукаеву в Уфе. Насколько я знаю, планируется открытие памятника Сюрбеки в Казани, но точное место еще не определено. Известно ли, я знаю, одна из площадок — это территория перед резиденцией президента в Казанском Кремле. И тот же вопрос, правда ли, что он будет высотой 27 метров? Я не готова ответить на этот ваш вопрос, потому что не владею информацией ни по месту размещения, ни по тому, как он будет выглядеть. Я думаю, уточним этот вопрос и указать властей Министерства культуры. Такой информации не обсуждалась во всяком случае. Кирилл Антонов, газета «Коммерсант». Алексей Песочный встречался с жителями аварийных домов. К сожалению, из пресс-релиза, который был опубликован на сайте правительства, не очень понятно, каков все-таки итог встречи, будет ли правительство в индивидуальном порядке кому-то оказывать помощь. Очень непонятно. Мы же, по-моему, общались, коллеги, с теми, кто присутствовал, в том числе и с представителями аварийщиков, юристов, и было озвучено ход беседы, к чему они пришли. Если говорить о тех собственниках аварийного жилья, которые были на встрече, 4 человека, то действительно рассматривались индивидуально их конкретные случаи, в отношении каждого случая прорабатывали вопросы, как можно его решить. Такое обсуждалось, такая работа велась. С точки зрения того человека, который представляет интересы всех аварийщиков, был разговор связан с тем, каким образом по закону возможно решить все возникающие вопросы. И каким образом? То есть итог какой? Итог встречи, в смысле итог встречи. Вы все озвучили, вы все пообщались, вышел, насколько я знаю, на улицу юрист, представитель аварийщиков, и озвучил о том, что состоялось в ходе встречи, о чем мы говорили. Собственно, нам добавить больше к тому, что было озвучено и опубликовано, и сказано той стороной, которая в том числе присутствовала на мероприятии. Прозвучало конкретно 4 непосредственно собственных аварийных жилья. У них есть там вопросы, связанные с решение которых в перспективе ближайшего времени. Есть у них там эти вопросы, но я думаю, будет правильно, если я сейчас буду рассказывать индивидуально каждый случай каждого аварийщика, это вопрос обсуждения его частной жизни. Я думаю, будет правильно, если вы задаете к ним вопрос относительно того, какое решение в отношении каждой из них конкретно.
То есть какая-то помощь со стороны правительства? Безусловно, работа, безусловно, я, как уже говорила, есть рабочая группа, которая детально работает и по тем индивидуальным случаям, которые возникают. Конечно. Вы поймите, нет цели никакого там, как некоторые обсуждают, там, на улицу выставить. Ни в коем случае обсуждается индивидуально каждый вопрос, который можно решить. Хотел бы добавить, Сергей Сычев, о котором вы говорите, является представителем интереса только зеленодольских аварийщиков. То есть у них нет какого-либо одного лица, который может говорить за их всех. Вот в связи с этим вопрос. На этой встрече присутствовали только представители Зеленодольска, а представители других городов, которые прибыли, не смогли попасть на встречу. Запланирована ли на следующей неделе встреча и с ним в том числе? Пока не могу подтвердить о том, что конкретно на следующей неделе какая-то встреча запланирована. Но то, что работа будет вестись по всеми, это однозначно. У меня еще есть вопрос. Сейчас проходит праймериз «Единой России» и активно выдвигаются главы районов и мэры городов. То есть это есть какое-то поручение руководства Татарстана, потому что, как я понимаю, то есть Меньшин не собирается уходить в Госсовет. То есть какое-то поручение, чтобы главы муниципалитетов участвовали в праймериз? Никаких поручений никому не давали, есть у каждого право воспользоваться, принять участие на этой публичной площадке. Возможно, кто-то делает это из желания там, попробовать свои силы как-то. Я не знаю, чем мотивирован поступок каждого человека, который участвует. Никаких глобальных поручений, потому что мы все пошли как на праймериз, такого нет. И еще вопрос по Василию Лихачеву. Нет ли каких-то уже предположений, решений каких-то? Пока как его имя может быть? Понимаете, что пока конкретно принятых решений нет, как они будут, мы обязательно озвучим, но этим вопросом занимаются, конечно. Пока нет. Добрый день, Дмитрий Зайцев, Казантьевск. Вопрос относительно хоккеиста Дмитрия Обухова, который буквально на днях попал в СМИ с новостью о том, что он изменил. Еще хоккеист, да? Он бывший хоккеист. Скажите, пожалуйста, как лично вы считаете, может быть, стоит ужесточать реакцию на подобные случаи, или же, в общем, принять какие-то решения, которые будут останавливать подобные явления, потому что молодежь может просто посмотреть, сказать, почему Коллеги можно не... подсказывают по поводу нападающего. Мне кажется, он свои силы нападающего немножко не в той области применил, к сожалению, что, конечно, абсолютно не красит. Это не только его, как хоккеиста, не хоккеиста, любого человека, любого, который нарушает общественный порядок. Что касается принятия каких-то мер, это возможно, наверное, сделать только на законодательном уровне, но тут ни в коем случае нельзя разделять людей по признаку спортсмена, не спортсмен. Это не должно происходить ни с кем, в принципе. Понятно, что когда речь идет о публичном человеке, который имеет большое количество поклонников, почитателей, там, таланта, наверное, какого-то спортивного в данном случае, да, что это влечет за собой в том числе какую-то серьезную ответственность. Но здесь, наверное, надо глобально смотреть на эту ситуацию, не разделять хоккеиста или футболиста. В принципе, не допустимо себя так вести в общественном пространстве, как с женщиной себя вести. Конечно, в этом смысле мы там не являемся комиссией по этике, но, безусловно, мы осуждаем такое поведение и считаем его недопустимым. Позвольте второй вопрос. Относительно Казанской университета Швейцарии, ее планировали реконструировать к 2009 году, ее не смогли обновить во время года парков и скверов. Может быть, ее будут как-то реставрировать, вообще возьмутся за нее к столетию ТССР? По поводу объектов, которых столетию ТССР реконструировать, я уже как-то заявляла утвержденно. Не готова сказать как-то по поводу конкретно этого объекта, какие для этого объекта перспективы в будущем. Мне кажется, что я уточнила коллег, который занимается вопросами благоустройства, но в том списке объектов, которые планируются к столетию, я, во всяком случае, этот объект, если говорить прямо к столетию. Вопрос пока открытый. Владимир Путин накануне одобрил строительство ВСН, но, к сожалению, доказания до Петербурга. В связи с этим возвращаясь к вопросу, заданному на прошлой неделе. Потребует ли отказ от проекта корректировки стратегии 2030 и оценивался ли такой сценарий с точки зрения возможной потери? Ну, мы придерживаемся той позиции, что давайте дождемся окончательного решения президента страны по этому проекту. Окончательное решение не озвучено еще.
Об этом, кстати, вчера, когда появилась позавчера эта новость, заявил и пресс-секретарь президента Российской Федерации, что говорить об окончательном решении пока рано. Поэтому мы также в ожидании того, когда будет принято окончательное решение. Уже исходя из него дальше на развитие ситуации смотреть. И последний вопрос у меня. Когда планируется опубликовать декларацию президента и членов правительства? И не выявлены ли на сей раз какие-то нарушения? Ну, процесс значит, подачи декларации продолжается у нас по закону до конца апреля. Как только вот в конце апреля истечет срок, сразу где-то в начале мая ожидаем публикации декларации. Нам всего несколько, может быть, дней понадобится для того, чтобы эту всю информацию собрать, чтобы разместить ее. Постепенно по ходу поступления декларации идет проверка по этим декларациям, пока говорить о каких-то там вопросах, возникающих, не приходится. То есть ждем где-то в начале мая обязательно будет опубликовано. Регина Ефарова, ТНВ. Скажите, пожалуйста, соответствует ли действительности информация о том, что свой пост покинул Айрат Нурудинов, помощник президента Республики Татарстан, и известно ли, куда он перешел? Ну, те, кто бывает в моих эфирах традиционно, мы никогда не анонсируем никакие отставки, никакие назначения до момента выхода официального документа. Я пока никаких официальных документов сейчас не видела. А вы? Если нет вопросов, спасибо большое.